Начинали с раннего утра и заканчивали так поздновато. Я почти полфильма в этой рубашке ходил. Мне кажется, для нас с Зухрой это самые интересные сцены, потому что в основном все остальные комедийные сцены были прописаны для наших мужчин. Начни. А барма айтатын нәрсе? Қазір айтамын Нам с тобой повезло, у нас идеальные девчонки. араларында химия болмаса, бір-бірлеріңді естімесеңдер, бір-бірлерін түсінбесеңдер. В этот раз сценарий был цельным. Режиссер другой же, не тот, который снимал первый и второй «Бишарашки». Надо дружить на площадке. Господин, не называйте господа все в Париже. Армысыздар, құрметті көрермендер. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами подкаст «Кадр за кадром», где мы говорим о фильмах и о фильмах. Сегодняшний у нас фильм, который мы будем рассматривать и обсуждать, это «Бишарашки в Таиланде». И разрешите поскорее вас познакомить с нашими замечательными гостями. Это нереальная красотка Асель Сагатова. О, спасибо. Замечательный, легендарный актер Жан Байжанов. Байжанбаев. Извините, Она нереальная да. красотка, а я просто Жан Байжанов, блин. Не-не-не. Легендарный же. месье. Легендарный, но... Байжанбаев. Да, Байжанбаев. Байжанбаев. Пардон. А. Зухра Сайпи Мгм. и мой тезка Еркеблан Тохтар. Ему легче, вот Тохтар просто. Ну, у и всё, меня тут Байжанбаев. просто мой тезка. Да. Мой тезка ну да. Еркеблан Тохтар. แหวนโบราณวงนี้ได้ถูกผลิตขึ้นในศตวรรษที่ 10 และเป็นแหวนของนักรบที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น ฉันต้องการให้แกเอาแหวนวงนี้มาให้ฉัน 200,000 US ดอลลาร์ Нет. С этим надо что-то делать. Я сейчас говорю про детей. Ведь уже прошло 3 года после свадьбы. Может, у вас есть какие-то проблемы? Только здесь нужно так аккуратненько. А почему у вас детей нет? Пора взрослеть. Ребенка завести наконец. У нас не получается. Вы что, не знаете, как это делать? Моля, у меня есть один знакомый лекарь в Таиланде. Как классно, тепло, светло, птички поют. Дима, мен Казахстаннан ғой, қазақпын. Ты что, совсем что ли? Әкең сағды. Отстаньте вы. Вы что, пьяны, что ли? Без денег, без документов, в какой-то чужой стране. Полиция хабарласпадыңыздар? Не секундите. Я не знаю, о каком кольце идет речь. Да дай ты уже им это кольцо. Если тебе не нравится мой план, придумай свой. А почему сразу Моля? У нас же теперь Килинка есть. Вот пусть она и готовит. Ага, ай посадости ущелье. Тебе очень повезло с такой женой. Тебе мое мнение не интересно? Я не хочу жить до лада, как бишарашки. Да ёп, ТГДК. Придумай. Давай. Бақ не сен? Сонда сен проблема менде деп ойлап тұрсың ба? Менен біреу қайдағы бір жоқ емшіге барасың ба деп сұрады ма? Савадика. Что было в сумке? Да там ничего не было, сумка сама дорогая. Солардың қуып атқанында, осы жерге келгенімізде сен кесірінен. А кто это? Скажите мне, пожалуйста, это комедия? Почему у нас такой бешеный спрос на комедию в Казахстане? А почему вопрос к актерам? Это скорее вопрос к Вообще, продюсерам. смотрите. Вообще вопрос к зрителям. Вообще, зрителям, Да. да. Спрос с них. Мы Нет, просто нет. делаем то, что они хотят. Нет, просто Еркеблан спрашивает наше мнение, почему. Ваше мнение. Давайте, у меня предложение. На ближайший час другое имя тебе дадим. Ладно, хорошо. Например, Еркош. Фокс. Еркош. Называй просто Фокс. Фокс. Да. Фокс. Фокус. Легко и запоминающий. Фокус. Почему Фокс. Фокс? Ну, потому Это что... долгая история, как-нибудь расскажу. Потому да. что любимый фильм «Место встречи нельзя». Там помнишь, вот Фокс играл вот как Белявский играл, Александр Белявский. Убийца. Так, почему же Чего? спрос на комедию у нас бешеный? Ну, люди не хотят платить за трагедию, люди не хотят платить за какой-то ужас. Люди хотят платить, у них, по мне, вообще с давних пор кинотеатры — это радость. Мгм. Ходить в кино. Мы, Положительные казахи, эмоции. вообще, да, мы не любим выходить лишний раз. Мы если выходим, только на радость хотим выходить. Ага. Выходим, гуляем, там что-то покушаем. Что-то покушаем много раз, да? Детей туда-сюда, кино. И сами конака. Кино, давай, комедия, давай повеселимся, пойдем в комедию. Комедию посмотрим. Это как развлечение, да? Да, поэтому мы развлекаем народ.
адамдар Нет, но с одной стороны, я, как это человек опытный, как сказать, опытный, да, но действительно, вот, мы в институте изучали, что в Древней Греции было такое правило, такое хлеба и зрелищ, правильно? Хлеба хватает пока, слава богу, зрелищ не хватает, но в любом случае комедия это такой считался низкий жанр вообще по идее, потому что вот вы заметите на всех кинофестивалях мировых, там будь то Каннский, будь то Венецианский, будь то Оскар, комедия не получает почти никаких наград не получает, получает драмы, мелодрамы получает, трагедии какие-то, а жанр комедии он просто, скажем так, лег на восприятие. Его люди легче воспринимают, понимаете, в чем дело. Там много думать не надо совершенно, это не драма. И поэтому, естественно, человек пришел, заплатил деньги, чтобы получить удовольствие. Я понимаю, что комедия должна присутствовать вообще в кинотеатрах, потому что люди хотят развлечься. Правильно сказал Юрий Булан, люди привыкли развлекаться. Им нравится развлекаться, нежели... Но в любом случае, я думаю, что комедия... И сейчас как бы руководство всевозможных продюсерских центров понимает, что комедия – это такой этап, скажем так, это этап развития нашего казахстанского кино. Когда-то его бывает меньше, когда-то больше. Сейчас такой момент, когда его больше. Такой период. И люди идут за такой период, да. Да. Но нельзя идти на поводу у зрителя, потому что комедия потом в любом случае перейдет как бы у нас уже и в драмы, и более серьезные картины. Вы согласны со мной? Очень согласен, да. Да, согласна. Еще мне хотелось бы сказать именно про наш фильм. Почему он пользуется спросом, мне кажется, потому что, во-первых, это добрая комедия, она является семейной и охватывает очень большую аудиторию. То есть наш фильм смотрят дети и взрослые, и, соответственно, вся семья может прийти в кино, посмотреть фильм, провести вместе досуг. И, например, мои дети не смотрят другие фильмы с моим участием, они смотрят вот «Бишарашки» и прям ждут, и с нетерпением ждут, и прям им нравится. Отлично. Вот, если речь у нас пошла о вашем фильме, вы смотрели этот фильм, третью часть? Нет. Вы сами не смотрели. Я посмотрел. И я посмотрел предыдущие части. А сколько вы заплатили за это? Платят мало, но платят. Тем не менее. Вам платят за просмотр? Да, это моя работа. Получайте за просмотр. Чем особенность этого фильма, отличающих его от предыдущих частей? Ну, лично для меня Таиланд – это одна из моих любимых стран. Я там побыл на раз 8, наверное, еще, 10 начиная. Там замечательная обстановка, располагающая к расслаблению, к расслабухе, скажем так, выражаясь современным языком. А потом, в любом случае, смена обстановки, все-таки есть разница, снимать в ауле или снимать в Таиланде. Да? Я думаю, что это красочное место, и конечно. визуально оно смотрится гораздо шире, богаче, и интереснее. И красивее. Да. И это даже влияло на вашу игру. А почему вы были? Локации. А почему? На нашу игру? Что-то у вас там... Да. Была на другом ярко. уровне. Каждый из вас играл намного лучше, настолько убедительно. То есть Серьезно? разница ощутимая, колоссальная. Особенно с первой частью. Вы, я не знаю, может, с опытом уже начали понимать психологию своих Да персонажей? нет, Сергей Балан, просто действительно... Мы сплотились, мы стали настоящей мы семьей. сплотились, стали настоящей семьей, а потом, в любом случае, конечно же, обстановка была очень, очень хорошая, радужная. Василий правильно сказал, что там было очень красиво, комфортно. Вот Сергей Булан иногда ходил, купался. Да, только купался? Он только купался. Он мылся в душу, да, купался там. Ну, тоже иногда, честно. Ну, действительно, времени было очень мало, потому что, действительно, мы начинали с раннего утра и заканчивали так поздновато. Поэтому на отдых было времени мало. Но в любом случае, наша работа нам была в удовольствие. И вот такая работа, конечно же, от общения с нашими коллегами, от общения с режиссером, от общения со своими коллегами, которые стали моей семьей, нашей семьей, конечно же, получаешь удовольствие. Потому что в процессе съемок было очень много смеха, шуток было очень много. И мы не скучали, скажем так. Ну, вы-то не скучали. Асель, вы с первого фильма, а Зухра. Зухра же, да. Вы не с первого фильма. Сіз деген кейін қосылдыңыз. Сізге қалай болды? Бұл атмосфераға кіру, бұл отбасыға кіру. Иә, мен кейін қосылдым, бірақ енді біздің фильм, Бишарашки 3 фильмі, комедия болғанымен, ол қоғамда болып жатқан проблемаларды қозғайды қазіргі. Ең біріншісі ол бала мәселесі. Иә, және де... Бессіздік десе. Иә, мен де сондай болған. Иә, және де адамдар көрген кезде өздеріне ой түйетіндей, және де ой қалдыратындай нәрсе алады деп ойлаймын. Сол үшін де жай ғана комедия деп айта алмаймын мен бұл фильмді. Иә.
ойыңызға көптен көп рахмет. Иә. Не, Еркебұланмен жұмыс істеу қандай болды? Еркебұлан жалпы партнер ретінде қандай актер бұл? Партнер ретінде енді шынымды айтсам, Еркебұланмен жұмыс істеу ешқандай қиындық тудырған жоқ. Өйткені Свой пацан. иә, свой пацан и Извини. лучший муж. Да, свой муж. Да, Он лучший муж. Да, он лучший муж, действительно. Он лучший сын. Да, лучший лучший, сын, лучший муж. мне как сказать, лучший пасынок. Пасынок. Он лучший пасынок. Он лучший пасынок. Он лучшая часть этого фильма. Я тебе отвечаю, это лучшая часть. Особенно, когда вы наряжаете его в платье. Это бесподобно. А я наряжал тебя в платье? Да. Там с девчонки сняли и... Я И тебя на- и на наряжал в него. платье? и на меня. Вообще, эта идея спонтанно появилась или это было заранее прописано? Это заранее это Это сценарий в фильма. сценарии. братан. А места для импровизации в этом фильме было много? Конечно. Это все-таки комедия. Конечно. Мгм. Это же строит комедию. Какие Да. там? Я посмотрел все фильмы, я запомнил четко все диалоговый юмор. И я вам скажу, вот не совру, я когда смотрел, я часто смеялся. Настолько часто, что Назира приходила, проверяла. И там В есть... порядке с вами? Да, все в порядке. Потому Вроде что не- там и сюжет в больнице, ну как вы вообще подключали иностранных актеров, Мгм. и они запоминающие. Это не какие-то статисты, которые мы привыкли видеть в других Да-да-да. комедиях. Там играют, там есть злодеи иностранцы, там есть второстепенные персонажи, которые реально смешные. Вот Мгм. работать с ними, каково это было? Это все-таки другая школа, другая страна. У нас просто режиссер знал английский, поэтому... А вы сами контактировали? И у иностранцев хорошо получалось играть. Да, конечно, контактировали. Мне кажется, что группа очень хорошо поработала, и они подбирали актеров. Это не были случайные люди, которые попали на съемочную Это профессиональные площадку. актеры. Это профессиональные Там актеры, Тайские профессиональные да, актеры. которых выбирали и специально под роли определенные. А потом в любом случае, как бы здесь сыграл в любом случае менталитет тайцев. Ага. Потому что действительно, ну, все, кто в Таиланде были, все прекрасно знают о том, что это очень такая радужная национальность. Они улыбаются, очень гостеприимные. Добрые. Да, добрые, С чем интересно? дружелюбные. И поэтому, естественно, когда если ты приезжаешь в какую-то там страну другую, там, европейскую страну или где-то в Америку, да, там актеры известные, они будут вести себя более звездно, ну, хотя, в принципе, в рамках культуры, то тайцы более открытые, они улыбчивый народ. И поэтому, конечно же, они, наоборот, нас стеснялись. Они как бы перед нами, да, не то, что мы там ходили там перед ними. Нет, они вот пришли, они поняли, что мы приехали в гости, и поэтому очень скромно себя вели, очень шли хорошо на контакт, общались, смеялись. Ну, действительно, ребята прям молодцы, понравились, да, актеры их? Да. Они очень такие дружелюбные, открытые люди, Вы так скажем так. вкусно рассказываете про Таиланд. Мне охота там побывать, если честно. Нет, побывайте, вы не пожалеете, действительно, это очень Не, интересно. я бы хотел сняться с вами в этом фильме, потому что, если вы не помните, вы, наверное, не помните, я там играл эпизод. И да, Где это? какой каком сцене? фильме? в начале. Поэтому вам сильно понравился. А Нет, где нет, это? нет, в том-то Не и на- дело, не что на мне этом? обидно. Я там снялся. Не на 5 вокзале? минут. Нет. Когда мы сидим в ресторане или что-то в этом роде, в горах снимали. Ну тот, помнишь, ночью это- снимали, да, да. Это в И я ресторане. хочу в Эдельвейс, ресторане, где в ресторане, Эдельвейс да. находился. Да. Жека когда мы Эдельвейс. мерзли. По сидели, сюжету, да, по Мерзли, сюжету. Вы пришли ко мне на А. свадьбу. То есть у меня На родился свадьбу? ребенок. Нет, ребенок родился, Да. поздравляют там, вот там Тестя. батя заклинило. Тестя, типа, тестя, да? А чё этого внука нету у меня? Так это Да, получается, что это ваш делал? ребенок был, Да, типа, да. да, Но понятно. вы с нами за столом не сидели. Я сидели. сидел, и обидно то, что там никто меня не увидел. Там убрали меня. То А есть- может быть, вас режиссер просто закрыл там, чтобы мы не видели? вас? Нет, просто меня не снимали крупным кадром. Понятно. И нет, я хочу сказать вот что. Я там побывал, и мне не обидно, потому что в первой своей жизни я узнал, каково быть актером в сложных ситуациях. Вы помните, тогда это была ранняя весна. Да. Очень Холод было был, Холодно было, жуткий, да. дубак был. Холодно было. Еще мы в горах, когда ветер дует, тебя вообще берет. И тогда девчонки в одном платье, просто в тонком. Еркебұлан, он в одной рубашке и в брюках. А рядом с ними я сижу в костюме, в футболке, в рубашке, но я мерзну. И хорошо, что у меня не было слов. Потому что вы были без брюк. Это было сложно. Это было сложно. Но как вы себя заставляли имитировать, якобы это лето, вам хорошо и не чувствовать холод?
Это, мне кажется, это самая малость, что выпадает на долю актера. Я бы не конечно. сказал, что это малость. Да, Если это бы у мне нас- дали текст, я бы там не смог. Это у нас постоянно. Это Мы постоянно. весной снимаем, зимой Зиму, снимаем да. лето, летом снимаем зиму. Летом одевают слишком жарко. Толстый. Да, Да. в Таиланде нам Всё как В было Таиланде такие жарко. сложности были, Жарко, да? да. Там Жарко ужасно жарко было. было. Вон ту очень. рубашку видишь? Да. Она из этого. Там материал синтетики. такой. Синтетика? Нет, там Нет, там было плотный тёплое. материал. Да. Я почти полфильма в этой Да, рубашке ты в ходил. этом ходил. А я Да. в этом платье, оно двойное, там, И оно Да, не дышало. там там у неё- синтетический подклад, там невозможно было, ну, как бы оно не дышало вообще. Ой, У Зухры вообще китайский. Только единственный я был хорошо одет, там я в этой льняной Да, и в рубашке, очках постоянно. и льняных брюках был, понимаете, поэтому мне было комфортно. Да. А потом, с одной стороны, правильно ребята говорят, то, что действительно у нас это одно, может быть, это та малость, которая выпадает на долю актера, потому что в своей жизни, за свои картины, мне приходилось и в ноябре месяце купаться. Вот в Исыке там озеро было в ноябре месяце, когда чуть уже снег выпал, через неделю. Вот мне приходилось купаться и изображать летом. Таких часто бывает очень много Это вещей. постоянно. На Копчегае в ноябре месяце, когда там просто снег не выпал, но было холодно, мы снимали август месяц. И, правда, после этого я залетел в больницу с воспалением легких. Но вот такие вот были такие вещи, да. Часто случается. Прикол в том, часто, что нас часто. еще не спрашивают никто. Типа, а ты можешь там? Да. Так, надо нырять в воду. Так, Нет, приготовились. смотрите, смотри, Иреке. В физиологии иногда оно не подчиняется Ну да. каким-то нормам. Тебе холодно, твой организм дает сбой. Ну, приходится Что делать в этой перешагивать через себя, через какие-то А вы знаете, препятствия, идти дальше. вы замечаете, что вот обычно говорят же, актер умирает на сцене, например, театральный актер, да? Да. Потому что действительно, вот сколько бывало такого, вот, ты болеешь, например, да? Ага. Даже вот когда мы снимали у Ахана Сатаева в картине «Научи меня жить», там, помнят все ребята, я приходил, даже Назира, там, не знаю, помню, мне делали капельницы, дома делали капельницы, в 6 часов утра приезжали, скоро помню, потому что не могли забрать в больницу, съемки были. Потом везли на съемки, я где-то часов через 6 уже сдувался, опять домой, опять на капельницу, потому что у меня температура была 39 температура, и мы снимались. Ой, И там есть некоторые моменты, я знаю, где-то рожа такая не очень у меня такая, интересная такая, да. И вот я знаю, что в эти дни я болел. А когда мы снимали «Шок-Кода» фильм, то меня вызывали 2 раза скорую помощь, хотели забрать в больницу, но так как мы снимали последний день в очень дорогой локации, Мгм. я остался после скорой помощи, снимался еще 12 часов снимался. Ой, бог. Да, это было, меня поднимали с постели, ты выходил, комедия же, вот, с Ага. Баянкой Сентаевой. Да, это такая и ты играешь, это комедия, все, ты забываешь о болезни, потом ты все уходишь и опять. И поэтому действительно, кажется, для актера болезнь, температура, она уходит на нет, и ты забываешь об этом. Видимо, все-таки это какого-то внушение, как там, соматика, да? видимо, Да. Мне кажется, соматическая, еще да. здесь играет большую роль чувство ответственности. Я думаю, что у каждого актера оно очень сильно развито, и если ты уже подписался на этот фильм, ты идешь до конца. Я знаю, вот Жан, например, очень ответственный человек, который даже не ест во время съемок, Серьезно? между съемками. Да. Сладкое не ест. Не, я знаю то, что это... Да. Слюна, да. Слюна Да. идет. Вырабатывается. Ну ладно. Вот он мне сказал. И каждый раз, то есть на Кажд- диете, получается, вы сидите Ну, во в время принципе, съемки. по мне, видимо, видно, что я сижу на диете. Да. Так, в пределах 72-75 граммов. Ну, у Ладно, вас- по остальным тоже видно. Да, я вообще, девочки сразу я так. вообще молчу, они просто идеальные. Нам с тобой повезло, у нас идеальные девчонки совершенно. Ну, сложности, но это пугает. Поэтому нужно ценить, по-моему, актерскую профессию. И главное, объяснить людям, что это... Я вот сразу сам лично убедился, это нелегко. Мгм. И, Ереке, ты же там еще дрался, ходил на каблуках, что было гораздо сложнее. Он Да, вообще, выпрыгивал это из же- окна. Вообще сложно, оказывается, на каблуках. Для чего? Я тогда подумал, для чего девочки ходят на каблуках? Для кого? Если бы я нас. был девочкой, я бы не ходил на каблуках. наверное. Это в кроссовках и сланцах, да? Да, это вообще ад. Бывает же вот целый день на каблуках ходить. Зачем? Просто я еще к девчонкам подхожу, спрашиваю, а зачем на каблуках ходить? Чтобы нравиться мужчинам. А чё, типа... Без каблуков не очень смотрится. А, не вот так, да? Нет, давайте спросим у девушек, зачем вы носите каблуки? Зачем? Вот лично ваше мнение, Сель. Не, ну Почему? это красиво. Это вам красиво, в первую очередь. Да, конечно. Это не для мужчин, это для себя. О, А, да. Зухра, сенімділік береді ғой. сенімділік бере ма? сенімділік. Осанка, Прям. верно? Я. Да. А осанка, кстати, да. Мгм, тоже. А, ну осанка. это я почувствовал, А да. потом, нет, а потом дают вальгусные косточки. Да? Нет, Вначале ну- осанка, а потом вальгусные косточки, и вальгусные косточки портят осанку.
жоқ сол мысалы каблукпен жүрген кезде қандай қызықты оқиғалар болды сенде? Ну вот ана тайцтар актерлар келіп деп прикол Они ұстап. вас часто путали? Мы же азиаты, как они. Да. Мы отличаемся, наверное? Конечно. Отличаемся. Прям визуально. Они Визуально. понимали, что вы иностранцы. Визуально Какие-то отличаемся. интересные там события происходили в связи с этим? Вас путали китайцы? Нет, у нас Да нет. кожа все равно, она более-менее не такая Не сгоревшая. темная, не темная. Да. Нет, именно сгоревшая. Темный. Я Загорелая. сейчас темный, Ага, но я сейчас не сгоревший. ага. Если бы я родился там, нет, Я кожа. ежедневно. А у них по Ты коже, там быстро по загорел. волосам видно, что у них выгорело все немного. Мгм. И мы отличаемся. Все равно же, там климат другой, здесь у нас климат другой. Мы отличались. Но Островные жители. Да, не то, что даже остальные жители. Вот даже когда я снимался в Севастополе, вот по 3 месяца Мосфильм, там тоже местные жители, кожа отличается, потому что постоянно загар, и кожа совсем другая немножко. Я не хочу говорить грубее немножко, да? Но в любом случае, да, она такая какая-то. Ну, отличаемся, конечно. Ну, я думаю, что дело не только в цвете кожи. В принципе, наверное, есть отличия. нет, которая явно заметна. Антропологически по лицу, но знаешь что, я вот как-то, когда еще первый раз поехал, я думал, что да, они как-то вообще совсем другая, ну, раса это все-таки монголоидная, как и мы, получается. Но в любом случае, ну, тайцы такое разнообразие лиц у них, потому что есть девчонки, чисто европейское лицо, есть Может, девочки, это как больше пластическая операция? Да нет, там же как бы, не знаю, ну среди русских, получается, среди казахов, мы же тоже разные совершенно, правильно? Да, Это зависит от того, согласен. кто с севера, кто с юга, кто с западного Казахстана, все отличается совершенно. Поэтому говорят, что даже казахи, это, кажется, единственная нация, которая идет от европейцев лицо, антропология лица, до прям азиат, до монголоидных там совершенно. Да, и Ну, сами рыжие так. есть у нас. И голубоглазые да, есть, да, голубоглазые есть. зеленоглазые есть. Так что это, в принципе... Как-нибудь нужно посетить Таиланд. Но скажите, у нас сейчас тренд. Многие едут за границу, даже в Таиланд, и снимают там. Но вы не просто поехали туда, вы там придумали историю гениальную, особенно то, что задумка-то кроется в ней, в ее персонаже. И вы Да. здесь сыграли, ну просто у нее бешеная мотивация. И это как фильм, оно воспринимается полностью. То, что отношения между вами в этом фильме тоже. Это просто фильм, стоящий как продукт. Мгм. То есть, Спасибо. когда после просмотров я выключил, я так, там никого нет. Я сижу и такой, настроение появилось. Я такой, и браво. Но это Спасибо. вообще классный фильм был. Рахмет. Вот скажите, у этих персон бешеный опыт. Это профессиональный актер. Ты, Ереке, начинал как любитель. У тебя нету профессионального образования. У вас менде бар. сізде бар. Иә. Бірақ опыт сәл аздау бұл кісілерден. Да? Бұл кісілерден әрине. Иә. Иә. Сонымен екеуіңізге сұрақ. Бұл кісілердің ойынмен емес, қандай қиыншылықтар бар актерлік шеберлікте, профессияда? Бұл кісілер айтпаған, жаңағыдай суық, сондайдан бөлек. Сіздер Мгм. жассыз ғой. Мгм. Осы жастықтың көзімен. М, Біз жас емеспіз. Да нет. Біз жас емеспіз. Да, давай. Қалай? Просто, как чувствуешь? Мгм. Айта бер. Кім? Кто? Давай, начинай. А бар ма айтатын нәрсе? қазір айтамын. Дайте подумать, да? Не М, давите на меня. Ну, давай, говори. Да, не давите. Просто қалай. Мгм. партнерлар бір бірін сезбегенде шығар. Сол мен үшін сол нәрсе өте қиын деп ойлаймын. Иә. Өйткені иә араларында химия болмаса, бір бірлеріңді естімесеңдер, бір бірлерін түсінбесеңдер. Мысалы Еркебұланмен менде ондай нәрсе болған жоқ. Коннект болу керек. Иә, маған. коннект Да. болу керек. Иә, коннектсіз, мне кажется, кішкене қиындау болатын Онда сияқты. сұрақ туындап тұр да. Коннект болмаған жағдайда, вот не случилось его Мгм. между актерами. Как поступать в этой ситуации? Ну, приходится играть в любом случае. Тут же действительно все зависит от партнера твоего, с которым тебе легче играть, с которым тебе комфортно играть. А бывает такое, что партнеров себе не выбирает, мы же не выбираем себе партнеров. Это прерогатива режиссеров и продюсеров в любом случае. Но с ребятами, вот с Еркебуланом, соседям мы уже третий фильм играем, еще до этого. Поэтому, конечно же, вот у нас коннект есть. Надо Нас дружить коннект на есть, да. площадке. Вообще, да, Надо по идее, дружить. да, потому что, в принципе, те вещи, которые нежелательные, они иногда вносятся из-за плохого характера актера. Ага. Ну, как бы, я думаю, что в нашей компании, в нашей команде таких людей нет. Да, и поэтому, мне кажется, нам было комфортно всем, по идее.
Мы, В любом мы, случае- мы за площадкой В дружим. любом же, в случае, принципе. актеры делают одно дело. Ага. И это в общих интересах сделать все хорошо. Поэтому нужно искать просто общие точки соприкосновения, мне кажется, и как-то находить общий язык с любыми людьми любого характера. Ну вот когда ты играешь, Это например, тоже задача актера. когда ты играешь любовь, например, да, ты в любом случае, это не я говорю, это любой актер, когда ты играешь любовь, тебе нужно найти. Бывают же актрисы такие бывают, звездные, неприятные в общении, вредные. Бывают, ну, среди женских персонажей так много очень актрис, да. Даже в этом случае ты начинаешь искать. Поконкретнее здесь, Да, пожалуйста. А про тебя я вообще ничего не говорю совершенно. София, у нас замечательные Нет, отношения. мне просто интересно стало. Ты ищешь какую-то вот изюминку в ее характере, в ее внешности, в которую ты Да, в которую стараешься можно влюбиться, да, в влюбиться, которую да. можно влюбиться. Естественно, играть любовь и без симпатии актрисе там, или к актеру очень сложно. Ага. Поэтому действительно ты ищешь что-то в ней, ты просто ищешь что-то, за что ее можно полюбить. И потом начинаешь влюбляться. И сколько у меня было, не знаю, на моем веку было 40 или 50, у меня было жен там. И Любовей. любови было, да, и любовницы были. Поэтому, конечно, ты же ищешь что-то такое, и чтобы можно было сыграть. Я понял. Да, тогда легче будет тебе самому играть. В любом человеке есть что-то хорошее. И Ага. это нужно замечать, уметь. Сель, к вам вопрос. У вас изначально актерское образование имеется? Изначально у меня актерского образования нет. Нет, да? Ерики у тебя тоже нет. Тогда У меня вопрос есть к вам, курсы. профессиональным актерам. Я просто сталкивался с этим. Мгм. Я делю актеров на два вида. Есть актер, по нему видно, что он актер. Он, ну, допустим, по голосу, по манере, он одержим этим делом. И второй актер по диплому. Обычно он Мгм. просто любит напоминать, что у него есть диплом, и он образованный. Мгм. Вот, когда я снимался эпизодические роли, я видел такое отношение к себе, какое-то А у вас высокомерие. диплом? То есть вы Нет. закончили актерский тоже закончили? Нет. Да? Нет, вы не заканчивали. Да, вот. Мгм. Но те, которые имели дипломское образование, актерское, они смотрели как-то, давали понять, что тебе тут не место. Свысока. Да, свысока. Вот Ереки уже пробился, сделал себе имя, играет отлично, да. Асель, вот вы в своей жизни сталкивались с таким высокомерием, С отношением отношением от таким. других актеров образованных? Я думаю, что дело не в образовании, дело в отношении людей к другим людям, и дело в собственной оценке себя. Я думаю, что если ты себя ценишь и чувствуешь себя спокойно, уверенно на площадке, Ага. то, мне кажется, чужое мнение тебя не должно волновать. Совершенно верно. Да, тебя Совершенно должно волновать мнение режиссера, задача его и материал, который ты отыгрываешь, который ты изучаешь. верно. Ты согласен, Ереки? Мы с тобой когда-то сидели, это обсуждали. Ну, это вот в начале моей карьеры я постоянно сталкивался с этим. Да. Что ты приходишь на площадку, сразу первый вопрос задают, у кого учился? Я Ага. говорю, программист я. А что это? Я говорю, у меня второе высшее, юридическое. Ага. Ну, типа, а что ты? Типа, В актерской профессии Да. делаешь. ну, хочу и все. Хочу, я в массовке 4 года снимался, по эпизодам 2 года ходил. Для чего? Для того, чтобы там кто-то подошел с дипломом, который мне сказал, меня начал учить, где мне работать. Я буду работать там, где хочу. Я хотел сниматься. Но мне папа не разрешил. Я хотел поступить на актера, Ага. отучиться. Но мне папа одну умную вещь сказал. Очень умную. Он сказал, если у тебя есть актерское, у тебя здесь что-то Сердце. есть, Ага. ты и так сможешь стать. Ты Вот он подучишься проявится, потом, да? подучишься, Мгм. ты опыта наберешься, ты будешь играть. А если его нет, ты 4 года потратишь зря. Потому что у тебя это, сколько бы ты ни учился, у тебя это не будет получаться. Я это вижу постоянно. Потому что приходят ребята с образованием, но не умеют, не могут. Хочешь? У них есть образование, Ага. но мало того, что мало знать теорию. Ага. Надо еще и на практике. Да. Элементарных вещей не знают. То, что там вот здесь чесать нельзя, допустим. Это технические вещи, Ага. которые используются на съемках. Перебивать друг друга. Из-за них мы делаем дубли постоянные. У них нет опыта. А я этот опыт набрал, 6 лет ходил. Ага. Мгм. И просто меня без разбора, где массовка, где что снимается, я напролом ходил, стоял перед режиссером и старался играть так, чтобы он меня замечал. Я в массовке играл, понимаешь?
Я в массовке, я сижу там вдалеке, но я знал, почему я здесь сижу. Как персонаж. Куда я пришел? Я на свидание пришел или просто сижу, жду друга? От того, что от твоей цели у тебя просто поза меняется. Если ты сидишь, ждешь кого-то, ты можешь вот так сидеть. А если ты по другому поводу сидишь, ты будешь по-другому же. И я начал играть. Да, вот так, волнение, радость. и это замечает режиссер, он вытягивает на первый план. Потом потихоньку какой-то актер заболеет, там эпизодник, тебя на эпизод. И вот так надо пробиваться, и вот так набираться опыта. И вот мне папа вот такую умную вещь сказал. Я не жалею, что я не учился. Не жалею. Потому что если бы я учился, может быть, меня бы заклинило. Я заболел бы этой актерской игрой, я пошел в театр, и там... И я бы пропустил бы те моменты, которые сейчас требуют время. Время требует что? Время требует продавать себя. Да. Продавать себя нужно уметь. Просто есть актеры классные, но они не умеют себя продавать. Да, я знаю. Их не покупают. Классные актеры, классно играют, но они не продаются. Зритель не хочет его видеть. А зритель должен... Ты должен хотеть. давать Но он то, должен что он хотеть. хочет. Да. А потом Эркин Балан, знаете, ведь я отношусь к актерам без образования, конечно же, изначально, естественно, с большим подозрением. Потому что взять хоть наших вот бывших, не то что бывших, а наших коллег с России взять, я знаю их высказывания, кто закончил ГИК, самый замечательный, в принципе, вуз вообще в мире считается. ГИК, ГИТИС, Щукинское, Щепкинское училище, да, они тоже очень ревностно относятся. В любом случае, любой человек очень ревностно относится к своей профессии. Если ты врач, то ты получил там, 7-8 лет учишься в институте, потом получаешь там еще магистратуру туда-сюда, становишься врачом. Если кто-то придет другое, естественно, они будут тоже ревновать к своей профессии. Потому что мы патриоты своей профессии. Ну, вы не ставите крест, но все-таки... Я не ставлю крест, но я не отрицаю того, что в каждой профессии существуют самородки. Потому что если взять даже вот... Я просто знаю по поводу того, что я давно в кино и изучал историю театра, историю казахского театра, историю советского театра. Я знаю, что у нас в театрах работают актеры, то есть работали когда-то очень талантливые артисты, которые стали вообще народными артистами СССР. Не казахской СССР, а народные артисты СССР. Это Савира Майканова, Сергей Кожамкулов, которые были... у них не было образования, они пришли в театр и работали актерами. И через много десятилетий они стали народными артистами СССР. То есть их оценили. Это люди без образования. Их полюбили зрители, их полюбили, в смысле, обычные люди. И это самородки были. И поэтому в любом кино не отрицается того, что... Я думаю, что Еркин Балан доказал... Еркин Балан доказал соседям, что они что-то стоят в этой профессии. И осели многочисленными своими ролями. Еркин Балан, который сейчас вот один из самых снимающихся актеров. Его хотят видеть, да. Я про Еркин Балан скажу вещь. Про Осели я очень много говорил. Про Еркин Балана. Я его очень люблю. Потому что... я знаю многих актеров, которых, даже молодых, которые, снявшись там в 1-2 картинах, более-менее успешных, они ведут себя по-другому. И мне иногда подходит, а вот как он? Я говорю, нормально. Он к вам хорошо относится. А где-то увидите его со стороны, а он такой весь уединчик, ходит такой весь, скажем, звездит. Зазвездил, скажем так. Вот в Еркин Балане такого нет совершенно. А в Еркин Балане такого нет. Он очень такой обаятельный, улыбчивый. Да, вот честно говоря, даже тогда удивился, когда мы с Еркин Баланом познакомились, я удивился, что он боец. Потому что бойцов я знаю, наших бойцов я знаю, это такие очень смурные, такие серьезные мужики ходят. Ты знаешь, о ком я говорю. Да, я даже с теми людьми говорил, которые снимались в кино, я говорю, ты улыбайся, тебя люди полюбят, ты улыбайся, ты хочешь из себя весь вот боец, хотя снимаешься в кино. И они исправлялись, потом я смотрел, через полгода они уже более улыбчивые, более такие добродушные становятся. В Еркин Балане это есть изначально. Он очень обаятельный, он улыбчивый. Он, во-первых, я вот тогда удивился, когда мы ехали, помнишь? Я удивился то, что... Да, нет, действительно, не от того, что он играет моего сына. Сейчас перехвалите. Нет, а я ему об этом говорил. Я потом, вы знаете, что я удивился? Он интересуется вообще всем. Он интересуется кино, он интересуется музыкой. Не той музыкой, которая сейчас. Да. Мы тогда ехали в машине, и он включает там... И сзади сидели девочек. Да. Мы не будем их называть по фамилии. Которые говорят, что ты слушаешь, да? А он там, он слушает, там, не знаю, Битлз слушает, Queen слушает. Угодил Жанну. Deep Purple слушает, да, потом слушает нашего...
слушает наших знаменитых, если не наших, вообще мировых знаменитых звезд, которые были, прославлялись в 60-х годах. И он слушает эту музыку. У него даже на рингтонах некоторых находится эта музыка там. Я не знаю, кого там... Кто там у нас там? Крис Исаак там, допустим. Да, там очень много мелодий. Да, я удивляюсь. Даже когда вот он сторис выставляет, сторис или там публикацию, у него звучит музыка именно тех годов. А сейчас спроси любого кого-нибудь, молодого спроси, он даже не знает. У человека должен быть вкус. Да, а он культивирует это, молодец, и мне нравится это. У меня вот... Мне кажется, можно я вот тоже, раз день рождения Ирки Булана началось, Я тоже хочу. Именины. Ну вот, мы же ему... Я понял. Да. Я в нем отмечаю, например, дело не в музыкальном Юмор. вкусе. Нет, дело не в юморе. Нет, ну хотя с Ирки Буланом всегда весело на площадке, всегда мы находим какой-то общий язык, и мне всегда весело, смешно в любой ситуации, как бы тяжело не было. Он всегда умеет разрядить обстановку. Если у меня шутка не смешная, это для нее тоже смешно. Да, никто не смеется, я сижу, смеюсь, я говорю, еще подожди, группа не готова к твоему юмору. Еще не доросла, да? Еще, да. Не переросла, да. Вот я в нем подмечаю такую вещь, он большой трудоголик. И каждый день он делает какие-то такие вещи, которые ведут его к успеху. И мне кажется, это пример молодым ребятам. И он не обидчивый. Он не обидчивый, нет такого. Да, пример молодым ребятам в том, что нужна все-таки работа над собой. Не просто так ходить и делать имитацию, он действительно делает какие-то шаги, да, определенные. И еще в кино, наверное, очень важно иметь какую-то вот душу, что ли. И люди, зрители, они это понимают, они это видят, и я думаю, что это и есть харизма, обаяние. И мне кажется, это гораздо важнее, наверное, чем просто образование. Да, но столько видеть, столько много вещей. А потом, я, честно говоря, я хочу сказать о том, что мы с Иркой Буланом даже друг друга знаем, потому что мы иногда с ним в машине едем, мы с ним разговариваем на те темы, которые ты не расскажешь кому-то. Понимаешь, он знает про личную жизнь, скажем, мою, я знаю про личную жизнь его, вообще такие, скажем, интимные подробности. Я имею в виду, что не то, что интимные подробности, не по поводу болезни, да, интимные. Нет, просто вообще как бы про личную жизнь, что беспокоит его, он знает, что беспокоит меня, как бы вот эти вещи, мы с ним откровенно разговариваем. У нас нет такой разницы в возрасте совершенно. Кстати, да, удивительно, что даже и я нахожу этот общий язык с Ирки Буланом, и тоже могу... Хотя, на много десятилетий старше его. Могу много десятилетий. Так что я много чего знаю, ребята. Дело не в возрасте, дело, наверное, в том, что вот находишь какой-то отклик и видишь, что человек тебя понимает, и тоже пытаешься его понять, и да. И у нас у всех были откровенные разговоры с Ирки Буланом. Со всеми по одному. Он про всех все узнает, да? С Ифрой как было у вас? Потому что все тебя любят. По-моему, ты звезда этого фильма. Нет, главные актеры про тебя целый час могут рассказать. Мы друг друга любим все, понимаешь? Мы друг друга любим. А любовь не может быть односторонняя, и мы не можем вот так. Если любовь односторонняя, то мы не можем так сидеть все вместе. Да. Она взаимная. У нас ответная любовь. Да. У нас не безответная любовь, а ответная любовь. Да, я их люблю очень сильно, потому что когда я снимался в массовке, я видел их по телевизору. Это для меня такие люди, понимаешь? И такие люди, и мне очень приятно с ними работать, и вдвойне в 10 раз приятнее вот такие слова слышать от них. Это для меня достижение. Ну, по-моему, достижение не то, что тебя начали узнавать люди, да, деньги пошли, а то, что такие люди, ты с ними работаешь, набираешься опыта. Да. Блин, это же так классно вообще. У нас действительно получилась такая теплая команда. Ну, вот наша... Оча пришел, допустим. С Оча вообще вот все мы сидим, мы можем часами сидеть общаться просто. Мы когда выходные, помните? Да. Шли купаться, и там где-то стоим просто в воде, и все, Оча нас развлекает. И Оча влился в нашу команду. Да, батя поддерживает, девчонок топим. У нас вообще такая классная обстановка была. Правда, Асирка жила там в дорогом отеле. Потому что не были дети, она приехала с детьми, естественно, как бы так, она отдельно жила. Насколько я знаю, Зухра, это был ваш первый опыт в фильме. Именно в этом. Именно в этом фильме, да. Осы фильмда я. И комедия жанрында я. Комедия жанрында. Енді айтсаңыз, немене үндемеотсыз. Қалай ол комедияда ойнау?
Енді комедия жанры болғанымен менің персонажымның линиясы ол комедийный деп мен айта алмаймын, өйткені бұның несі бар да, айтатын халыққа жаңағы іштегі мұңы менің персонажымның. Сол үшін де мынандай партнерларым тұрғанда маған қиындық тудырған жоқ комедия жанрында түскен. Жалғыз өзінің сахналары болған жоқ қой просто. Не семьямен отырған эпизодтар көп болды. Соның бірі ең қызығы грибы. Сол қалай, как этот процесс вообще пошел? Это самая любимая сцена. Это были, да, реальные же грибы, помните, да? Это реально были грибы? Не, ну реальные, но просто грибы съедобные. Репетициясы қалай болды басында? Долго смеялись? Мне кажется, для нас Зухро это самые интересные сцены, потому что в основном все остальные комедийные сцены были прописаны для наших мужчин. Да, нет. Вам так кажется. Аселька все время там была, не то, что все время была недовольна. Так, подождите, Жан, думайте. Нет, часто действительно там как-то на мужчин больше пишут смешных сцен, да, чем нежели на девушек. Поэтому, естественно, все говорят, почему вот у них смешные там сцены, а у меня нет совершенно. Дайте мне какую-нибудь смешную сценку. Да, и мы с Зухрой отрывались вот во время этих грибов. Это для нас был просто в жизни отрывочные сцены. В жизни юмор весь у нас исходит от мужчин. Да. Женщины особо не шутят. Не юморят. Да. В жизни так есть. Если девушка много шутит, ну она не притягивает, она да. Бывает, что отталкивает. Да, она женственная должна быть. А вот мы, мужики, мы должны шутить. Когда-нибудь мы дождемся. Завоевывать сердца, да. Женщины же пишут, о каком мужчине вы мечтаете, что такое. Ну, потому что, чтобы он был надежный, и всегда юмор стоит не на последнем месте. Чтобы он был, в смысле, чтобы он, не знаю, с юмором, с иронией, чтобы он мог шутить. В любом случае, на буку, который бука такой ходит, чего женщины, скажем так, не польстятся. Но, знаете, вся мотивация это исходит от женщин, даже в нашем фильме. Все это благодаря женщинам. А мужчины просто могут перетянуть на себя канат. Мы просто можем шутить, а они двигают процесс. Мы по пути шутим. Во время съемки қандай қызықтар болды Еркебұланмен екеуіңіздің араңызда, потому что екеуіңіздің араңызда комедиядан бөлек серьезный моменттер болды көп. Когда вы ругаетесь, у вас была проблема в отношениях, как молодых. Это не просто комедия, это реально затрагивает сильные темы, потому что, которые я сам прошел, это бесплодие, да, это изматывает человеческую психологию, особенно новые пары. Поэтому наш фильм семейный, по идее. Да, это семейный, стоит посетить, я вам даю оценку. Этот фильм стоит того, чтобы вы пошли, потратились, посмотрели. Сонымен жалпы бұған қалай дайындық болды? Бұл рөлге қалай келдіңіз? Бұл проект туралы қалай білдіңіз? Сол туралы айтып берсеңіз. Газеттен оқып қалдым. Что приглашают, да? Приглашают. Кішкене сөз берейік. Зухра. Негізі кастингтен жазған болатын. Осындай Бешарашки 3 фильмнің кастингі болып жатыр. Қызшақ келмей жатыр деді ме? Кастингта Еркебұлан болды, да? Бірінші, екінші частьта басқа қыздар ойнаған ғой. Иә. Біріншісіне басқа қыз ойнады. Екіншісіне басқа қыз ойнады. Үшіншісінде басқа қыз ойнады. Төртіншісінде басқа болса, енді болмай шығар. Төртіншісіне келсесіз ба сіз Зухра? Предложение түссе. Келсесіз ба емес, мен келсем. Бұны Еркебұлан шешеді, иә, бұны Еркебұлан шешеді. Жоқ, шынымен кастингта сен сөзің болды ма, Ереке? А у тебя вообще кастинг был? Вообще у тебя был кастинг? Да, кстати, вот интересно. У него тоже кастинг не был? Я маған сөз бермей жатыр. Давай, говори, айта бер. Негізі кастинг болған, бірақ мен Еркебұланмен үйде келіндер асылы сөйлемейді бізде. Ойлан айтқаншы. Айта ғой. Мен Еркебұланмен көріспедім, маған самопробы жіберсін деп айтты, бірақ айтты осындай персонаждың әйелінің рөліне самопробы жібердім. Режиссер көріп, сізді бірден ұнатты деді. Сосын... Маған да сөйтіп айтқан, бәрін айтады. Иә, сөйтіп аз уақыттың ішінде бірден рөлге утвердить етіп, тез шешім қабылданды деп айтсам болады. Хорошо, наши планы не меняются. Сөйтіп ең бірінші эпизод Еркебұланмен болды. Не вздумайте поменять жену. Ең бірінші эпизод Еркебұланмен? Түскен съемка. Фрагмент, съемка күні. Қандай эпизод? Съемка күні? Қай сценамен басталды дейсің ба? Да. Ең бірінші первый день съемки вы пришли именно
фрагмент с Еркебланом какой был? Аэропорттағы Қалаусың. проходка. Аэропорттағы. Проходка, иә. болды. Төртеуміз болдық Иә. қой, төртеуміз. Төртеуміз болдық ол кезде. Оча иә, келді Еркебұлан. еще потом. Мгм. А, Сондай моменттер болды. Үшінші күні жаңағы қалай еді үйде түсірген сценалар бар ғой. Иә, иә. Аяғы ауыр екенін айтатын Иә. кез сол кездер. Мен Сол спойлер кезде жасап енді қойған притираться жоқпын ба? етіп жатқанбыз енді там аэропорттан кейін там притерлись деп қоясың. ал өмірден алған бір сәт болды ма вообще? Актерлық шеберлікті қалай оттачивать етесіңдер? Мгм. Проектке белгіледі. Менде мындай роль деп сен танысасың. Иә. Енді он деген, ты же должен построить здесь, как он будет разговаривать, как он будет выглядеть. Тем более вы образованные. Мгм. Вот как был подход? Ну, шлейф, Сухрана? помнишь, как у нас Станислав учитель? Шлейф, Библию, что ты Зерно. имела, да, свой, такая, Мгм, да, мгм. зерно образа. Какая Еркебұлан вышла? то, что вспомнил. Зерно. Зерно Че там образа. у вас? Зерно, бидай. Сонымен, Зухра. Ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Жаңағыдай ізденіс үстінде жүресің ғой, әрдайым қарап деген сияқты. Және де бала көтере алмай жүрген әйелдердің состояниесі мүмкін жаңағыдай ізденесің, интервью көресің, мүмкін не айтады, өзің таныстарыңнан сұрайсың, қалай бала көтере алмаған, қалай екен деп. Бірақ оны адам өз басынан өткізбеген Былай ғой, короче. Жоқ. да. адам өз Ой. басынан өткізбегеннен кейін оны толықтай 100% сезіну мүмкін емес, әрине. Бұл жерде режиссердің қойған задачасынан отталкиваться етесің, өзіңнің іштегі бәрібір де іштей сезесің ғой, қалай мен бір нәрсені сезіп тұрмын деп. Соған да қарайсың, и соның бәрін алып жаңағы актерлық ойынға саласың. Иә, Сол. бұл фильмде проблема анық көрсетілген, Иә. иә, бесплодие деген. Мгм. Онымен қатар Қазақстанның енді келіндерінің проблемасы бар. Иә, Э, иә. Между Мамой мамой и ене мен невесткой, келін да. Она арасында. отыграла по полной, я с этих мест угорал. Я Вот. даже уже не помню. Нет, там были тонкие нотки, да. Вот. Бірақ мен Лейланы заманауи келін деп айтатын едім. Өйткені біздің қазіргі қазақи отбасылардағыдай емес, бұл кішкене заманауи келінге жатады деп ойлаймын мен Лейланы. Лейлана. Иә. По-моему, персонаж очень интересный. У нее есть проблемы и с мужем, и тонкая проблема с мамой. Вот. Семья каша, как обычно, как во всех частях. Но меня сильно затронуло то, что у вашего персонажа есть проблемы, и оно утаивало до конца. И вот это гениальный ход в плане сценария, в плане идей. То, что она послужила вот началом всех событий. Как пришло это в голову? Вы вообще принимали участие в создании сценария, подсказывали? Вот сценаристтан сұрайсың, Да. Жоқ, нет, ладно, это был первый фильм Иреке. Нет, мы на Это чуть-чуть был первый увидели. фильм, но вы же в процессе съемки уже освоили персонажа. Ну, допустим, Мгм. как когда-то снимали Гарри Поттера. Режиссер, когда приходил, а здесь у вас новый режиссер. Наверняка он с вами советовался. Какие особенности есть у вашего персонажа? Мы с ним не Синего работали, да. Беккема. Я на этот вопрос можно я отвечу первый? Ага. Потому что действительно, когда встречается новый режиссер, даже во франшизе, Ага. у нас же даже вот бизнес-показки тоже там разные режиссеры же были. Да. И поэтому, конечно, ты встречаешься с режиссером и спрашиваешь его. Вот, я прочитал свой сценарий, примерно я знаю свой персонаж. Но режиссер другой же, не тот, который снимал первый, второй «Бесчарашки», совершенно другой. У него свое видение, правильно? Как это говорится, я не знаю, может быть, такая уже избитая фраза, но он скульптор, а я глина, правильно? Он из меня лепит то, что он хочет слепить. И поэтому, конечно же, я подходил к Бахуту и говорил: Бахат, какого ты видишь моего героя? Он говорит, такой же, прошло какое-то изменение в любом случае. У тебя же есть какие-то свои нюансы, которые ты хотел бы увидеть в моем образе? Он, да, давайте вот в этом месте сделаем так. А давайте... Я очень такой, в этом отношении очень педантичный, въедливый. Иногда бывает, режиссеру это не нравится, кто-то вопрос вообще не задает совершенно. Бывает актер, который, вообще ничего не надо. То я наоборот, я вот начинаю говорить, может быть, бывают того, режиссеры, да, въедливые, которые не любят, да. когда ему вопрос задают. Да, нет, да. Но это режиссеры, которые... Это не настоящие режиссеры. Они не любят, когда... Мне кажется, режиссер любой должен любить, когда к нему актер задает вопросы. Мне тоже так кажется. По поводу своего образа, да, потому что он видит, что он интересуется образом, он интересуется своим персонажем. Поэтому, конечно, когда вот... Я удивляюсь, когда молодые подходят и не спрашивают,
вот прочитали и все, и пошел. Нужно узнать же, что ты хочешь от него. Что ты хочешь от этого персонажа, что ты хочешь от этого образа. Может, какие-то новые нотки нужно внести в этот образ. Поэтому мы с Бахетом говорили, да, и, кстати, Селька тоже при мне говорил, что ты хочешь, какой даже в этом месте, или вообще общий образ, он изменился за 2-3 года, не изменился. Да, мы-то Он же видим смотрел. только свой персонаж, да, и видим внешнюю картинку, можем оценить только на съемках. А у режиссера в голове общее понимание есть. И вот Да. здесь, конечно, от него многое зависит. То есть отталкиваешься от задачи режиссера. Ну, как я зритель, я вам скажу, что в этом фильме каждый из вас намного лучше начал понимать своего персонажа. Из-за этого лучше играли и лучше строилась химия. И у них все было обосновано. Это не тяп-ляп. То есть берем богатую семью, отправляем в... Нету. Этот фильм был снят на языке кино. Кино, да. То есть не привязан к нашему менталитету. И то, что я хотел узнать, вот, допустим, персонаж Асели, она в этот раз была проработана. В первой части это байская женщина, которая ничего не может, и просто она какая-то глупая была. А тут она не глупая. Еркеш это не просто какой-то Байден баласы. У него есть проблемы, он не может, он боится, и он гуляет с друзьями, и вот эта вот дилемма со своей женой. Даже элементарно молодежь, те, которые строят отношения, иногда же порой просто сами с собой не разговаривают, чтобы выяснить эту проблему. Да, Вот это плохое. какой фактор был так, чтобы вы понимали? Вы вообще прекрасно жились, свой образ, свою роль. Спасибо. Но оно же сильно отличается от предыдущих 2 фильмов. Первой части и второй части. Третья часть – это прям вот планка Олимпа. Нет, ты знаешь, просто мне кажется, сценарий должен быть проработанный. У нас в основном в фильмах сценарий пишется на юмор, а не на персонажа. Персонаж виляет. Ты то такой в этой сцене, то ты серьезный в следующей сцене. И Необоснованно. где-то надо, когда шутить, тебя сценарист заставляет шутить. А ты не такой персонаж. Ты там такой не должен сказать. И вот в третьей части персонажи доработанные. И поэтому ты Сценарий сидишь был и цельным. веришь, да, персонажу. Нам особо играть там месяца 2-3 готовиться там. Вот мое это чисто. Я не знаю, как другие актеры готовятся. Мое видение, вот там 2-3 месяца готовиться к этой роли, подходить, там закрываться дома. Это вообще не нужно этого делать. Я не делаю так. Сценарий прописан. У меня персонаж строится в голове. А потом Еркебулан, извини, вот к тому, что он говорит, вот шутки, да, по поводу того, что вообще, даже есть такое одно выражение, я забыл, кто сказал, но это очень умный, мудрый человек, кинематографист. Он сказал о том, что комедия это не набор смешных скетчей, как сейчас многие снимают. Вот снимают какие-то приколы, байт. да, гэги. Выражаясь сегодняшним языком, гэги. Это не набор скетчей. А то ты можешь набрать анекдоты, и весь фильм снять из анекдотов без выражения там полностью, и все. А это долгое путешествие во времени, понимаете, в чем дело? Вот совершенно правильно. То можно было набрать шуток, же их очень огромное количество шуток, и каждые 5 минут впихивать эти шутки. Да, у нас такого нет. У нас есть моменты лирического плана, у нас моменты есть драматические, правильно? Я не знаю. Поэтому, конечно же, фильм тем интереснее, что там не будет сплошь гэги идти, а что-то еще другое. Там даже бывает смешение жанров, бывает из комедии, там есть моменты мелодрамы, драмы. И в нашем фильме это существует, в принципе. И ситуационно... извини. У нас комедия ситуационная, больше всего комедий. Ситуационная, она вот... Ты вот попадаешь в такую ситуацию, которая смешная. А не так, что как в КВН там вышел, ля-ля-ля-ля-ля, Проговорил. все, да, засмеялись, и все, пошел. Ты с этого персонажа вышел, ты играешь одного персонажа, превратился в другого персонажа, что-то сказал, народ засмеялся, потом обратно в него, и народ, который видит, он не верит этому персонажу, потому что он так, Да, то это так, то проблема, сяк. когда из одного фильма персонаж просто приходит, и ты видишь просто того чувака. Просто Да. одного. Ну, допустим, взять, как должен быть актер. Не то, А что... Селька кое-что хотела сказать. Не-не, я просто хотела добавить, что в этот раз сценарий был цельным, и поэтому я думаю, что в этом большая заслуга. Ну и, Сценарий, по-моему, главный да. фактор это вы не замечаете, но очень сильно заметно. Вы и вправду стали семьей. Вот втроем от вас аура витает. Вы уже на интеллектуальном уровне понимаете друг друга. Семейная аура. А вот Мы уже друг друга уже взглядами Да, поменяли. без слов Да. даже. Да, да, это Шутим. ощущается. Вот сижу я на подкасте, и я понимаю.
Просто Ты психология. Я понимаю, что вы что-то скрываете. Мы даже Вы втроем что-то мы скрываете. даже жили в одном номере. Да. Но они- Мы даже жили в одном номере, да? Потому что Они, видимо, Қалай жили в кірдіңіз одном. оларға деген? Мысалы деген, үшеуінің динамикасы это бешеный. Они сидят и с полуслова понимают. Да, первый- До вашего персонажа играли разные люди. иә Да, и каково было, с кем вы из них сначала контактировали? Эй, привет, я буду сниматься в этом фильме, хотел узнать, кого я буду вообще играть. Можешь подсказать? Кто это был? Это был Аселя? Это был Еркебулан? Или наш уважаемый господин? мхм. бастапқыда Господин, кішкене называйте господа все в Париже. О, бастапқыда бұл кісілердің атмосферасын сезіну кішкене қиындау болды. иә. Бастапқы 3 күнде осы Алматы қаласында түсірген. Ага. Бірақ Таиландқа барғаннан кейін біз Ашылдың ба? Мне кажется, Зухра очень органично вписалась, Да. и вот этот ее персонаж, Келин, он, ну, как будто бы вот пришла Келин к нам домой. Ну, так и было. И... Ну, как и в жизни. Как и в Как в жизни. жизни. Как в Вот жизни. семья живет, живет, Да. живет, и приходит Келин, надо Да. вживаться, вот так. вот так. Надо По-моему, вживаться, это и вам вживаться. помогло, да, понять персонажа? иә Или что? иә өйткені жаңа айтып отырмын ғой келін жаңа түскен кезде кішкене ыңғайсызданып отбасыға үйрене алмайды ғой. Иә. Сол сияқты Алматыдағы съемкалар солай өтті да. Таиландта уже бір-бірімізге үйреніп жаңағыдай коннект таптық десек те болады. Вот. Ну Значит, вот, сама судьба кстати, детства. в первой Да. части у нас действительно не было такого сплочения, потому что, ну вот с Жаном мы раньше играли, с Еркебуланом мы первый раз играли. Мгм. И он действительно был таким пасынком сам по себе. Мой персонаж, например, тоже сам по себе был. А в этот раз, ну, как-то, ну, я не знаю, уже мы и до этого тоже сталкивались, кроме бешарашек, мы сыграли «Научи меня жить» вместе, и вот как-то лучше понимаешь людей. Возможно, вы это видели. Да. Не, я вам говорю, прям сыграли отлично. У меня возникает следующий вопрос. Прям как актерам, но в первую очередь девушкам. Вы все такие красивые, сидите тут, играете красивых персонажей. Но как актрисы вы бы согласились сыграть некрасивых и даже страшных? Допустим, как Шарлиз Терон сыграла в свое время Монстра. фильм, да. Монстра. Это же полное преображение. Вы бы согласились на такое, Зухра? Мне кажется, это очень Асель? интересно, и если сценарий требует того, если персонаж оправданный и нравится тебе, да, в первую очередь, сам фильм, сама задумка, почему бы и нет? Но я бы с удовольствием. То есть вы готовы? Да, но дело в том, что в основном у производителей фильмов, Ага. у постановщиков, у них более такое, никого не хочу обидеть, но немного стереотипное Ага. все-таки видение, да, и Да. меня... Штампы, это называется Да, штампы. это штампы, да. И вот на мне есть какой-то штамп, видимо, что Всегда играет красиво. люди не рассматривают меня в других каких-то ролях, Жанрах. жанрах. И, конечно, обидно, досадно. Аселька ладно. совершенно верно говорит. Вот вы знаете, вы говорите, Голливуд. Голливуд — это огромная Ну, как фабрика, бы которая существует заложники. больше 100 лет своего амплуа. Своего амплуа, скажем, да. Амплуа и каких-то какого-то вот этого мышления, знаете, стереотипного мышления. Я действительно про это говорю, потому что мне было очень обидно. Я как бы городской мальчик, парень был, вот, асфальтовый мальчик. И поэтому, когда меня все время приглашали на роли молодых людей, там, любовников, замечательных там этих комсомольцев еще в те года, болящихся за правду. Ага. И, конечно же, это немножко было неинтересно для меня. Ну, в любом случае, тогда снимали такое кино. А потом в 90-х годах, когда стали снимать фильмы про криминал, Ага. я тоже говорил нашим режиссерам, когда снимали на киностудии, когда фильм, я не буду говорить фамилии их, я подходил, говорю, ты снимаешь фильм, ты как бы, что ты меня не рассматриваешь? Он говорит, Жаник, ну какой ты, ну ты такой добрый, такой положительный, интеллигентный, Не, какой, я бы не сказал. какой из тебя будет злой человек, там это кажется. Ну вот они говорили так, много снимали. Я благодарен Ахану за то, что он взял и решил снять меня в роли подонка, подлеца, скользкого, лицемерного, злого, отрицательного героя. Я ему благодарен. После этого пошли предложения играть злых, лицемерных. Я говорю, а что же вы раньше меня не снимали, да, в конце концов? Потому что к сожалению, у наших режиссеров такое стереотипное
мнение существует. Если актер там более-менее симпатичный и выглядит интеллигентным, он на роль злодея не идет. Они забыли о том, что Ален Делон играл злого. Я не знаю, там Брэд Питт, да, играл там, а Том Круз играл, помнишь, вот в этих, как там, в этих фильмах, когда играл толстого, мерзкого чувака. Да, к сожалению, шансов не дают даже у них есть стереотип, у них глаза зашорены в том отношении, вот знаете, как у лошадей. Вот лошадь скачет, для того, чтобы она не отвлекалась, у нее такие шоры находятся, вот такие, да, вот такая тройка идет, и чтобы не отвлекался, вот так вот. Он даже не видит ни сюда, ни туда, он только видит сюда. Он знает, что Жан или Ассель или Киблан вот такой герой, и больше не будет никакого играть, только хорошего. И вот от этого мы немножко страдаем, не то, что немножко, мы страдаем очень сильно от этого. А возможно, знаете, еще причина в том, что кинематографисты вынуждены в этом направлении двигаться, поскольку всегда сроки сжаты, бюджет тоже не позволяет развернуться. Здесь нужно работать. А здесь это большая работа с актером, большая работа с персонажем, то есть это психологическая работа, это работа над сценарием, да, глубокое погружение, так скажем. И иногда нет возможности просто для этого. Возможно, поэтому им легче взять человека, готового к этой роли, и уже не париться, да, так скажем, не пробовать, не рисковать. Если бандитская рожа, значит, бандитскую рожу взять и снимать. Просто времени нет, так, нужен бандит. Вот все, у него бандитское лицо. Алло, давайте бандита. Понимаете? И опять же, это речь про то, что я говорил, режиссер — это скульптор, который должен из глины лепить. Поэтому вы про Шарлиз Терон вспомнили, потому что действительно я все время тоже привожу этот пример вообще в своих беседах, потому что действительно она красивая женщина, которая рекламирует духи, как обычно, да. И вдруг это, кажется, играет вот такую полноватую, мерзкую, неприятную женщину. Да, вот он же мог бы взять какую-нибудь другую актрису, правильно? Но он взял именно ее. Мне кажется, здесь режиссер должен быть с большими амбициями и с большим желанием что-то сделать новое, сотворить что-то новое, чтобы осмелиться сделать, вот такое. Дорогие режиссеры. Да. Нет, можно еще? И еще у него должна быть возможность решать самому режиссеру. Такое редко бывает. Режиссер. О, как. И все советуются. И режиссер имеет где-то 20-25% на решение. Короче, два пастуха губят целые стадо. Потому что, знаете, с одной стороны, Еркебулан, просто раньше, скажем так, в Союзе вообще было у нас кино режиссерское. Режиссер выбирал актеров туда-сюда. Вот даже на киностудии, когда фильм, я как моя альма-матер, скажем так. А теперь кино продюсерское. Продюсер платит деньги, и он диктует условия. Потому что коммерческое. Да, сейчас коммерческое кино, поэтому. Да. А раньше режиссер было кино режиссерское, сейчас продюсерское кино. А вот это вот не ощущается, да, поддержки извне, потому что продюсеры вынуждены... я понимаю, продюсеров, они должны зарабатывать на своем фильме, потому что они вкладывают свои деньги. Это коммерческое кино. Поэтому и для риска здесь шансов мало. Понимаете? И не хотят рисковать, и советуются с продюсером. А Зухра берет ответственность на себя. На самом деле, вот сейчас договорю эту тему, на самом деле в человеке ведь есть как положительное начало, так и отрицательное. Да. И разглядеть что-то другое, нежели внешнюю оболочку, это очень большой труд, это нужно быть хорошим психологом и уметь работать с человеком. К сожалению, работа именно с актерами у режиссера, я говорю, очень ограниченная, поэтому отсюда и все остальное. Я позицию понял, осели всех. Это не от них зависит, они готовы полностью. Сіз прям ертең предложение түсіп қалды, шашты налы салып тастап түсу керек деп. Келісесіз ба? Әрине келісем. Бесплатно. Да. Бесплатно. Жоқ, ешқандай принцип жоқ қой, да? Менде ешқандай принцип жоқ. Сразу. Мен не айтса да келісетін едім, бірақ енді не, қандай не. Енді мысалы қарап отырыңыз, қазақша мектепті бітірген жан психологиясы сәл өзгелеу болады да. Бірақ сіз ашықсыз оған қарамастан. Любой ұсыныс түссе, давай кеттік. Если фильм жақсы болатын болса. Прям весті де жинап алып, кәм семіз болып бару. Келісесіз ба? Неге келіспеске? Ол өзіңді басқа қырынан көрсетуге мүмкіндік қой, үлкен мүмкіндік қой. Мен келісетін едім. Келісетін едіңіз. Ойбай, кім керемет. Я вообще радуюсь за наших актеров, что
у вас нету ограниченных позиций, вы, наоборот, готовы юзать и развивать свое ремесло. А теперь главный вопрос. Казахстанская комедия когда выйдет на масштабный мировой рынок? Это вообще очень такой вопрос. Кому нужен? Кто будет смотреть его? Вот Голливуд смотрят все. Потому что оттуда исходят. Все оттуда исходит. 30 лет назад Голливуд снимал такие же комедии. Лет 10 назад Россия снимала такие комедии. Сейчас мы снимаем. Мы развиваемся в этом плане. Они на 30 лет впереди. И вот очень сложно. Есть фильм «Рекетир», который я очень сильно люблю. Бывают такие фильмы, но чтобы на мировой выходить, это надо... Ну, в общем, у нас... Нет, «Рекетир»-то он вышел на мировой рынок. Да, нет, я имею в виду именно комедии. Просто. Возможно ли или нет? Просто. Мне кажется, возможно. Вы знаете, вот буквально еще, Еркебулан опять же правильно сказал, это происходит со временем, потому что, вы вспомните, мы все смотрели кино голливудское, будь то комедии, будь то драмы, там, мелодрамы. Мы еще, когда смотрели плохое кино, прикалывались, это китайское кино. Даже оно было как другое, там, но все говорят, это китайское кино, и все знали, что ходить не стоит. Китайское кино продвинулось, вышло на передовые позиции в мировом кино и получает большие награды. Китайское кино. Никто не знал про кино иранское. Сейчас иранское кино получает призы. Чуть ли не на каждом фестивале получает призы иранские режиссеры. Это сильнейшие режиссеры в мире считаются. И я думаю, что со временем, даже в России сейчас смотрят турецкое кино. Они раньше не смотрели турецкое кино? Что там, эти азиаты, что-то такое, да? Корейское кино. Корейское кино прошло, прям вот вышло, вырвалось на мировую арену. Я думаю, что у нас тоже да, есть шанс. это произойдет. Нет, ну, вот фестивальные фильмы, я фестивальные не затрагивал. Но вот чтобы по всему миру, там, по всем кинотеатрам мира, не знаю, у меня в голове не укладывается. Ну, потому что там огромные деньги. Нет, Голливуд — это огромная кинофабрика. Там огромные деньги, естественно, бюджеты миллионные, правильно? Там десятки миллионов. Поэтому, естественно, снимать зрелищное кино, которое мы сейчас смотрим, франшизы там всевозможные, там, про супергероев, туда-сюда. Это, естественно, это все-таки зависит от бюджета, чтобы смотрели кино такое. Это блокбастеры, так называемые, которые делают, в принципе, все бабки для прокатных студий. Они снимают, там, например, сняли там, 100 картин, из них оказались в выигрыше большом, подняли большую кассу, это только 5-6 картин, это блокбастеры. А остальные 90 картин, они же как бы проигрывают. Кто-то вернул деньги, кто-то вообще в проигрыше остался. Но вот эти блокбастеры возвращают те деньги, которые были затрачены всей общей студии. Все все понятно, все ясно. Беседа была просто сумасшедшая. Сумасшедшими людьми, такими замечательными. Они красивые, понимаешь, это обидно. Вот, что хочу сказать. 26 декабря во всех кинотеатрах Казахстана выходит третья часть замечательного фильма «Бичарашки 3» в Таиланде. Рекомендация от меня, Фокса, 10. Идите, сходите. И оставьте свои комментарии, поставьте лайк и подпишитесь на наш YouTube-канал. И скажите пару теплых слов нашим зрителям. Батя. Ну почему батя? Ну, батя, в конце концов, нет, мы джентльмены, у нас здесь девушки. Да, вы джентльмен, пожалуйста, скажите вы. Скажите вы, давайте, девушки. Скажите. Мы джентльмены, поэтому первое слово девочкам. Ну, что хочется сказать? Смотрите наше кино. Сау саламат болыңыздар. До свидания. Обязательно в поход в кино. Пока-пока.